Между тем, нередки случаи, когда предприниматели злоупотребляют своими обязанностями в погоне за доходами. Мы уже рассказывали о том, что в Мирном был создан народный контроль для того, чтобы отслеживать рост цен на потребительском рынке. Инициаторами движения выступила партия «Единая Россия» и Общероссийский народный фронт. Недавно группа активистов посетила несколько магазинов и аптек города. Вместе с ними отправились наши коллеги из Алмазного края. Начали рейд с посещения муниципальной аптеки. Здесь, как всегда, людно. Народный контроль встретили без негатива, ответили на все вопросы. Повышение цен, я бы импорт. Фирмы-поставщики подняли на импорт. Ну, это может быть связано с санкциями или с чем, я не знаю. А у нас повышения цен не было. В коммерческой аптеке по улице Солдатова народных контролеров ждал неласковый прием. Служащие отказались предоставить информацию по ценам, а руководство пригрозило обратиться в суд. Чем вызвана такая реакция, непонятно. Вот вы бы сходили в центральную аптеку или в больницу? Вот я вчера пришел туда вот это лекарство брать. 860 рублей она мне дает. Я говорю, почему вы мне даете? Вот я у них беру здесь, он 380 рублей стоит. В магазине «Экспресс» народный контроль записал цены на продукты первой необходимости. Заметили и приятное новшество. Значком «Социально значимый продукт» помечены товары, на которые регулируется торговая надбавка. Покупатель, даже не имея никаких полномочий, он может визуально пройти по магазину, сравнить цены в одном либо в другом магазине. И если он посчитает, что цены на какие-то продукты завышены, он может сообщить как гражданин в письменной форме в Мирнинский район, в администрацию Мирнинского района. В магазине «Темп» проверяли цены на молоко и растительное масло. Без всяких грубостей и препирательств народным контролерам озвучили закупочную цену, транспортные расходы и торговые надбавки. Получается надбавка 30%. Ну, на эти продукты дело меньше. Меньше, да. И дорога 25 за килограмм. Все данные, собранные по итогам рейда, обязательно отправляются в администрацию района. Каждый горожанин может принять участие в работе народного контроля. И, наверное, уже пора создать какой-нибудь интернет-ресурс, где можно озвучивать цены и магазины, которые неприятно удивляют.